Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом и не только расскажем в ближайший час. Начнем, пожалуй, с курса валют. На сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 65 рублей 56 копеек, за евро 72 рубля 33 копейки. Что же касается обмена валюты в Якутске, то сегодня выгоднее всего покупка доллара в Восточном банке. Это 65 рублей 35 копеек. Лучший курс продажи предлагает также Восточный банк. Он остановился на отметке 65 рублей 75 копеек. Что касается евро, то выгодная покупка все в том же Восточном банке. Это 72 рубля 20 копеек. Об этом сообщает сайты Банки.ру. Рост цен на жилье в России превысил средний по миру показатели в 2 раза. В рейтинге Global House Price Index Россия поднялась с 46-го на 19 место. За год квартиры в стране подорожали почти на 7%. Средний мировой рост составил 3,4%. К тому же в мире рост стоимости жилья замедляется, тогда как в России, наоборот, темпы ускорились почти в 5 раз. По словам экспертов, подорожание связано с изменениями законодательства, отраслевой инфляцией и повышением доступности ипотеки. Снижение цен на жилье как минимум в ближайшие 3 года не предвидится. Тем временем ипотека под 2% годовых на Дальнем Востоке позволит привлечь в регион молодых специалистов. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев. Цитата. «Мы выдвинули это предложение, чтобы молодые кадры стремились на Дальний Восток и чтобы молодежь не уезжала. Сегодня, к сожалению, массив покидающих Дальний Восток – это наши дети. От 16 до 30 лет, которые здесь родились, выросли, закончили университет». Конец цитаты. Он также добавил, что из-за этого в Якутию вынуждены привлекать специалистов из других регионов, которых здесь ничего не держит. Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке, он поддержал специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых. Данная программа начнет работать уже в этом году и распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье. Глава Якутии Айсен Николаев в августе занял 2-ю строчку в медиарейтинге губернаторов Дальнего Востока по версии компании «Медиалогия». Индекс главы республики составил 30 187, что позволило ему занять одну из лидирующих позиций. Сообщается, что СМИ цитировали объявление Айсена Николаева о введении с 1 августа режима чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с природными пожарами. Кроме этого, внимание прессы привлекло сообщение Николаева на 1-м нефтегазовом форуме в Мирном о том, что «Газпром» начал наполнять природным газом трубопровод «Сила Сибири». Тем временем финансирование программы «Земский доктор» на Крайнем Севере могут увеличить с учетом районных коэффициентов. Это значит, что чем дальше будет находиться поселок, в который поедет врач, тем большую выплату он сможет получить на проживание в нем. К сожалению, сейчас «Земский доктор» проблему дефицита кадров в отдаленных районах Севера не решает, по сообщению экспертов. Именно поэтому финансирование программы должно быть пересмотрено, причем по каждому району в отдельности. Отмечу, что в этом году на реализацию программы правительство заложило в федеральном бюджете более 3 миллиардов рублей. Еще 40% от этой суммы выделяют регионы. 4-дневная рабочая неделя еще несколько месяцев назад стала главной темой для обсуждения в России. Известно, что глава правительства дал задание представителям Министерства труда рассмотреть такое предложение до конца сентября. Мнение якутян, а также все за и против взвесила Юлия Великодная. Юля, здравствуй, тебе слово. Приветствую, Ольга. Начну с истории. 7 марта 1967 года ЦК КПСС, Совет министров СССР и Всесоюзный Центральный совет профессиональных союзов приняли постановление о переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на 5-дневную рабочую неделю с 2 выходными днями. Спустя неделю Президиум Верховного Совета СССР издал соответствующий указ. С тех пор нормы рабочего времени ни в СССР, ни в России не менялись. И вот 11 июня этого года премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на международной конференции труда, заявил, что рабочая неделя в будущем может стать 4-дневной. Премьер напомнил, что столетия назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда. Медведев сослался и на более свежий пример. Компания из Новой Зеландии вела 4-дневную рабочую неделю с оплатой 3 выходных.
выходных. В итоге, по его словам, прирост производительности в перерасчете на 1 час рабочего времени составил около 20%, а уровень стресса сотрудников значительно снизился. Если приводить в пример зарубежные страны, то самая короткая рабочая неделя сейчас в Нидерландах, где граждане отрабатывают в среднем 29 часов за 4 рабочих дня, а оставшиеся 3 дня отдыхают. А самые трудолюбивые японцы и корейцы, проводящие на работе до 55 часов в неделю. По производственному календарю, включая длительные праздничные выходные, Россия в 5 стран трудоголиков, на 1-м месте Мексика. А лентяем по статистике оказалась Германия. Что касается профсоюзов, осуществляющих деятельность в России, новую идею они поддерживают. Федерация профсоюзов, которую в информационном пространстве можно встретить под аббревиатурой ФНПР, предлагает рассмотреть такой вариант, сохранив при этом заработную плату людей, осуществляющих трудовые процессы. В нашей республике, как известно, к федеральным праздничным дням добавляются региональные. При этом в Якутии закон о дополнительных нерабочих праздничных днях носит рекомендательный характер. Что же думают о переходе на 4-дневную рабочую неделю якутяне? Меня устраивает, да. Почему? Потому что есть 3 дня выходных. Для семейных людей, наверное, 4 дня подряд работать днями нормально, а на 3 дня предоставить семье. Наверное, хорошо. Нормально. Какая-то ерунда, наверное. Ну хорошо. Нормально. Ну, так-то было бы хорошо. 4 дня проработал, 3 дня отдыхаешь. Ну, а в плане денег, конечно, наверное, это будет невыгодно. Во-первых, если при такой зарплате, то неплохо. Это будет дополнительный стимул для нас, женщин, для матерей, бабушек. Ну, больше будет свободного времени на семью и на себя. Тут как посмотреть, потому что, в принципе, меня устраивает 5-дневная рабочая неделя. Я считаю, что достаточно 2 выходных дней. Слишком много выходных дней не дает ничего хорошего. Но я считаю, что сильно много выходных в России у нас. Работать надо. Надо убрать все праздники, работать и работать. Я считаю, что это отразится в первую очередь на зарплату, поэтому считаю, что это не самая лучшая идея. Я думаю, плохо. Мы все потеряем в зарплате. Ну вот насчет зарплаты надо подумать. Конечно, наверное, уменьшится. Это, конечно, очень плохо. Мнения якутян разделились. Эксперты также не дают однозначного ответа, к чему может привести сокращение рабочего времени. В этом процессе есть как свои плюсы, так и определенные подводные камни. Так, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев подчеркивает, если в теории сокращение рабочего времени сказывается положительно на экономических процессах, то на практике все может выглядеть не так радужно. Но исключена вероятность сокращения зарплаты и персонала. И наоборот, увеличение ежедневной нагрузки на оставшихся работников. А доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова Инга Корягина из минусов отмечают следующие моменты. Первое. Работать продуктивно по 10 часов в день – тяжелая задача. Нужна привычка. Иначе усталость снизит продуктивность. Второе. Позднее возвращение домой приведет к нежеланию встречаться с друзьями и отдыхать за пределами квартиры. Третье. Семейным сотрудникам нужно будет искать няню на вечерние часы и перестраивать график ухода за детьми или пожилыми родителями. Пока, конечно, можно сказать, что наша страна, наша экономика не готовы к такому переходу, поскольку по производительности труда мы находимся в мире на, по-моему, 34-м месте. По роботизации производства мы занимаем всего-навсего 27-е место в мире. Поэтому объективных предпосылок, объективных условий для того, чтобы у нас произошли такие изменения, нету. Если же мы сократим количество рабочих дней до 4, но сделаем продолжительность рабочего дня 10 часов, тогда весь смысл теряется, потому что мы будем еще больше уставать, наша производительность будет сокращаться. Ольга, такая информация. Спасибо, Юлия. А мы продолжаем. В России в первом полугодии 2019 года на 18% выросло число зарегистрированных безработных, а эксперты прогнозируют, что к 2030 году почти половина россиян может остаться без работы из-за автоматизации производства. Более подробно в обзоре экономических новостей расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, здравствуй. Стоит ли бить тревогу и какие профессии в зоне риска?
Ольга, приветствую. Действительно, несмотря на небольшой рост официально зарегистрированных безработных, уровень безработицы в целом по стране остается на уровне исторического минимума с 1991 года. Ну а из-за автоматизации производства наибольший риск увольнения ждет представителей ресторанной и туристической отрасли. Число зарегистрированных безработных в России в первом полугодии 2019 года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минтруд связывает это с ростом пособий по безработице и считает ситуацию стабильной. По данным Минтруда, за это время в качестве безработных зарегистрировались 885,5 тысяч граждан. Увеличение количества зарегистрированных безработных во многом связано с повышением размера пособия по безработице, отмечают в ведомстве. Максимальный размер пособия с 1 января этого года составляет 8 тысяч рублей. Для лиц предпенсионного возраста чуть больше 11 тысяч. Общий уровень безработицы в России снизился в июне 2019 года до 4,4%, достигнув исторического минимума с 1991 года. Общая численность безработных в России составила на конец июня 3,3 миллиона человек. По данным ведомства, средняя продолжительность регистрируемой безработицы по состоянию на 1 июля составила 4,9 месяца, уменьшившись на полмесяца по сравнению с данными прошлого года. Это внесло свой вклад в сохранение невысокого уровня безработицы, считают в министерстве. Тем временем специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы подсчитали, что к 2030 году почти половина россиян может остаться без работы из-за автоматизации производства. Порядка 20 миллионов человек, что составляет 45,5% работающего населения, должны будут уволиться. Также высвобожденное население будет вынуждено менять квалификацию, потому что их опыт и знания утратят актуальность. Наибольший риск увольнения ждет работников гостиничного и ресторанного бизнеса. Это 73% занятых в нем. Также покинут рабочие места люди на обрабатывающем производстве 60%. Заменят роботы 55% работников сельского и лесного хозяйства. Под угрозой увольнения могут оказаться 53% работников розничной торговли и 51% занятых в добыче полезных ископаемых. Однако при этом специалисты Академии отмечают, что вышеуказанные данные вовсе не означают, что людей начнут заменять роботами уже завтра. Тем не менее, каждый пятый еще работающий россиянин, 18%, оказался недоволен условиями труда на своем рабочем месте. Большинство работников, 81%, говорят, что они довольны условиями. В свою очередь, треть респондентов, это 33%, пожаловались на низкий уровень зарплат. Еще 22% рассказали о проблемах в помещениях, где они работают. Речь, в частности, идет о плохой вентиляции и некомфортной температуре воздуха. Также 18% участников опроса отметили плохую техническую оснащенность рабочего места. 14% сообщили на нестабильном графике и переработках. Еще 12% пожаловались на отношения с руководством, а 11% на содержание работы, ее сложность или однообразность. Среди других поводов для недовольства оказались задержки зарплаты, нарушение техники безопасности, а также атмосфера в коллективе. Опрос проводился в июле 2019 года среди 1500 человек старше 18 лет в 50 регионах нашей страны. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий платить повышенные пенсии не только пожилым людям, отдавшим сельскому хозяйству не менее 30 лет и продолжающим жить в сельской местности, но и тем, кто со временем переехал в город. Документ подготовлен законодательным собранием Алтайского края. По действующему законодательству труженики села, продолжающие жить в сельской местности, получают 25% надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии по старости и инвалидности. Но если они переехали в город, то нет. В Алтайском крае посчитали эту норму несправедливой, ведь многие пожилые люди переезжают по объективным причинам, как правило, когда состояние здоровья становится тяжелым и они начинают нуждаться в помощи близких. В связи с этим предлагается платить надбавку к пенсии всем, кто имеет длительный стаж работы на селе, вне зависимости от того, где люди живут в старости. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на нашем канале. Ольга, актуальная информация из мира финансов в следующем выпуске. Спасибо. Спасибо большое, Иван. А я напомню, об экономической ситуации в стране нам рассказал Иван Лазаренко. В редакцию новостей «Якутия-24» обратились родители учащихся школы номер 27 города Якутска. По их словам, образовательные учреждения находятся рядом с дорогой, на которой элементарно нет даже пешеходного перехода. В проблеме разбиралась Ульяна Шагина.
Уже 1,5 года в этом здании по адресу Жарницкого 7/1А более 180 учеников начальных классов идут в школу на свой страх и риск. Родители учеников обеспокоены не на шутку. Каждый день им приходится провожать своих детей до двери. Боятся, что случиться может что угодно. Машины носятся на скорости, нет знаков, предупреждающих, что здесь рядом находится школа и дети. Очень обеспокоены. Чтобы дойти до школы, родителям и детям приходится пересекать 2 проезжие части. Одна из них улица Жарницкого, где сегодня полным ходом идет ремонт. На участке рядом со школой нет ни одного знака дорожного движения, чтобы безопасно перейти дорогу. В рамках капитального ремонта улицы Жарницкого на 2 участках на пересечении улиц Рыдзинского и Кутузова будут обустроены нерегулируемые пешеходные переходы, которые обозначены будут дорожными знаками со светоотражающими элементами дорожной разметкой. Также рядом со школой, внутри самого квартала, прилегает участок дороги, по которому сегодня из-за ремонта основной улицы в день ездят сотни машин, которые не всегда догадываются уступить дорогу маленьким пешеходам. Как вы видите, на этом участке дороги, проходящей прямо перед школой, нет никаких опознавательных знаков, ни пешеходных переходов, ни лежачих полицейских, не говоря уже о светофоре. Директор школы номер 27 уже 1,5 года пытается решить эту проблему. Обращалась в столичное ГИБДД, а также в городское управление дорог. Сказали, что как раз во втором квартале 2019 года будет производиться ремонт дорог, и в этот ремонт внесут наши пожелания. Но в данном случае сейчас вот ведутся как раз ремонтные работы ведутся, и надеемся, что все будет установлено по нашим просьбам. Между тем, на перекрестке улиц Рыдзинского-Жарницкого по окончании ремонтных работ вместо светофорного объекта будет нерегулируемый перекресток с пешеходным переходом. Что касается участка дороги, прилегающей к школе внутри квартала, она не является улицей, а всего лишь проездом. Именно поэтому весь груз решения этой проблемы ложится на администрацию школы. Это уже должно идти уже от округов, у которых есть общеобразовательные учреждения внутри кварталов, соответственно, да. Между тем, строительный округ, в чем ведении находится данный объект, таких полномочий не имеет, но может содействовать ходатайствам для решения этой проблемы. Установка только искусственной неровности обойдется в 500 000 рублей. Понятно, что и школа не имеет таких ресурсов. Проблему сегодня может решить управление образования столицы, но в их адрес пока никаких заявлений не поступало. Школа должна заявиться о том, что о существовании проблемы. Управление дорог, уже комиссионное управление дорог выезжает, осматривает на месте, что какое техническое решение с соблюдением правил дорожного движения, безопасности движения, вот это все условия должны проговорить. Управление образования уже будет выходить из данной ситуации. Непонятно, сколько времени еще понадобится, пока управление образования, управление дорогами, округ и школа придут к общему консенсусу. В это время детям придется ежедневно рисковать жизнью на пути к знаниям. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. В Якутске продолжается масштабный ремонт дорог. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» сегодня подрядные организации заняты на 16 улицах. На участке Хатынюрях сейчас завершаются работы по покрытию под асфальтирование. Там находится наш корреспондент Саргалана Федорова. Саргалана, здравствуй. Расскажи, на какой стадии реконструкция дороги? Приветствую, Ольга. Участок от Вилюйского тракта до улицы Курнатовского переживает капитальный ремонт еще с июня. Это порядка 5 километров дорожного полотна. На объекте работают опытные подрядчики Сахагранстрой, Дорис, Монтаж-сервис. Их задача в этом году – это подготовить основу под проезжую часть. На сегодня они обустроили земляное полотно, сделали вынос инженерных коммуникаций, и сейчас идут работы по подготовке покрытия под асфальтирование. И также обустраивают водоотводные лотки. И так что после дождя больше не будет больших луж и грязи. Сегодня рядом со мной находится Владимир Макаров. Это начальник отдела дорожного строительства «Головстрой». Владимир, здравствуйте. Расскажите, как идет работа, все ли по графику, может, какие-то отставания. И также, как проходит приемка работ. Здравствуйте. Отставание было у нас за счет второй смены, за счет увеличения подрядных мощностей организации мы ликвидировали. Сейчас вошли в график производства работ и до конца сентября должны завершить основные работы.
Далее у нас идут по плану обустройство дороги и устройство линий наружного освещения. Подготовительные работы завершены в полном объеме. Наибольшую протяженность и продолжительность занимали именно переустройство инженерных коммуникаций и устройство земляного полотна и ликвидация пучин. Добавлю, что на следующий год в план благоустройства входит озеленение территории и обустройство тротуаров. И когда появятся тротуары, бордюры, то можно будет передвигаться без пыли. Также наладится и схема движения транспорта. Стоимость работ составит 244 миллиона рублей. Но самое важное, чтобы это было все сделано качественно. Владимир, расскажите о технологиях и качестве работ. Технологии у нас предусматривается замена грунта. Получается, если слабонесущие грунты, тогда дорожная одежда любого качества, любой толщины, она все равно будет подвергаться деформациям и образуются трещины. Поэтому основной упор именно по Хатынь-Гурьевскому шоссе сделано земляное полотно. Было 3 уровня контроля. Это со стороны заказчика, со стороны подрядчика и со стороны специалистов, которые были привлечены дополнительно по результатам торгов. Проверяли качество уплотнения, инертные материалы и комплектующие также бетон и асфальтобетонную смесь. Спасибо, Владимир. Отмечу, что работы по асфальтированию сейчас идут еще и на 6 улицах Якутска. Напомню, что более 25 километров дорог в текущем году отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Также в план входит и 3 мостовых перехода. Это через реку Мархинка, Северный и через реку Шестаковка, Мархинка и в микрорайоне Северный. Объем расходов на строительство составит 1,5 миллиарда рублей. Можно сказать, что на сегодня нацпроект выполнен на 60%. Ольга? Спасибо, Саргылана. Напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Саргылана Федорова. А мы двигаемся далее. Жительница Якутска, подозреваемая в мошенничестве, сдала принадлежащий ей частный дом одновременно 5 семьям. После того, как мошенницу задержали, она объяснила полицейским, что пошла на преступление не только из-за жажды наживы, но и имела еще один довольно странный мотив. О нем нам расскажет мой коллега Александр Хавренко в рубрике «Чрезвычайные происшествия». Александр, здравствуй. Что же двигало мошенницей? Здравствуй, Ольга. Как ни странно, но полицейским женщина заявила, что она очень хочет в тюрьму. В эфире рубрика «Чрезвычайное происшествие». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. В полицию обратился якутянин, который стал жертвой мошенников. Мужчина хотел снять в аренду частный дом и нашел подходящий по объявлению в интернете. После осмотра дома потерпевший перевел 45 тысяч рублей на банковскую карту мошенницы и в скором времени собирался въехать в новое жилье. Но, как оказалось, владелица дома успела сдать жилье еще 5 семьям. Подозреваемая была задержана. В полиции она дала признательные показания и сообщила, что преднамеренно пошла на преступление и желает оказаться в местах лишения свободы. Деньги, полученные от арендаторов, женщина успела потратить на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Страшная находка ожидала полицейских в одной из квартир в 202 микрорайоне. В холодильнике они обнаружили расчлененное тело мужчины. По подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний приятель убитого. По предварительным данным, 1 сентября приятели вместе распивали спиртное. Между ними возникла ссора, и подозреваемый забил свою жертву насмерть. Испугавшись совершенного, он решил скрыть следы преступления. Расчлененный труп преступник спрятал в холодильник. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый заключен под стражу. В Алданском районе водитель мотоцикла ИЖ Юпитер-5 врезался в иномарку. 49-летний мужчина без водительского удостоверения на незарегистрированном мотоцикле с коляской двигался по улице Нагорная, где столкнулся с автомобилем Mazda Demio. Мотоциклист с закрытым переломом шейки бедра доставлен в больницу. Прибывшим на место сотрудникам ГАИ автоледи, находящаяся за рулем иномарки, пояснила, что двигалась по улице и, чтобы позвонить по телефону, решила припарковаться. Включила поворотник и вдруг ощутила резкий удар слева. На момент ДТП водитель мотоцикла не удосужился включить фары на своем транспортном средстве и был незаметен в темноте. По медицинскому освидетельствованию у обоих водителей не установлен факт употребления алкоголя. Алекминские полицейские задержали подозреваемых в серийных кражах. В полицию Алекминского района обратились 2 местных жителя с заявлениями о краже. У одного преступники похитили палатку, спальный мешок и тепловую пушку. При совершении второй кражи добычей злоумышленников стал домкрат и аккумулятор с припаркованного автомобиля.
Задержав подозреваемых, которыми оказались два ранее судимых местных жителя, полицейские раскрыли еще одну кражу, которую преступники совершили летом. Взломав замок, они проникли в жилой дом и вынесли оттуда продукты питания, акустическую гитару и акустическую систему с 4 колонками. Общая стоимость похищенного составила около 20 тысяч рублей. Но сбыть добычу воры не успели. Все похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Спасатели Хабаровского края помогли жителям принять участие в выборах и отдать свои голоса в единый день голосования. Из-за вышедшего из берегов Амура спасатели на лодках доставляли жителей на избирательные участки. А в некоторых особо пострадавших районах члены избирательной комиссии с переносными урнами для голосования сами приплывали к избирателям. По данным МЧС по региону, всего для обеспечения безопасности в единый день голосования была задействована группировка МЧС России более 700 человек и 140 единиц техники. А на азиатском континенте бушует сразу два мощных шторма. Два тайфуна обрушились в минувшие выходные на Корейский полуостров и Японию. Стихия привела к гибели нескольких человек, отмене сотен авиарейсов и отключением электричества. Подробности рассказывает Артем Сторонов. Поваленные деревья, сорванные с домов крыши, подтопленные улицы, отключение электричества и погубленные посевы. Таковы последствия мощного тайфуна Лин-Лин, обрушившегося в минувшие выходные на Корейский полуостров. Стихия унесла жизни нескольких человек. Власти Южной Кореи сообщили о как минимум 3 жертвах. В КНДР заявили о гибели 5 жителей. Десятки людей получили ранения. В аэропортах были отменены сотни авиарейсов. Северокорейское государственное новостное агентство ЦТАК рассказало, что тайфун уничтожил свыше 45 тысяч гектаров сельхозугодий. На кадрах, распространенных в воскресенье, видно, как военные помогают фермерам поднимать полегшие посевы риса и кукурузы. Лин-Лин, один из самых мощных тайфунов за всю историю наблюдений в Южной Корее, в воскресенье добрался до Приморского края. Он заметно ослаб, но тем не менее повалил десятки деревьев и привел к затоплению улиц. Еще один тайфун Факсай обрушился в ночь на понедельник на восточное побережье Японии. По данным метеорологов, скорость ветра здесь превышала 200 км в час. Местные телеканалы сообщили о гибели одной женщины. Стихия привела к отмене авиарейсов и остановке железнодорожного сообщения. В ближайшие сутки в Японии ожидается выпадение порядка 300 мм осадков. Власти предупреждают об опасности возникновения оползней и наводнений. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны. Ольга, на этом у меня сегодня все. Спасибо, Александр. А я напомню, что обзор чрезвычайных событий нам предоставил Александр Хавренко. И это мировые новости. Все еще числятся пропавшими без вести 4 члена экипажа грузового судна «Голден Рэй», перевернувшиеся утром в воскресенье возле побережья штата Джорджия. Подробности узнаете в следующем сюжете. Грузовое судно «Голден Рэй», перевозившее легковые автомобили, утром в воскресенье опрокинулось на бок и село на мель в проливе Сент-Саймонс-Саунд возле города Брансуик, штат Джорджия. По словам очевидцев, из его окон начали вырываться языки пламени и клубы черного дыма. Прибывшие на место сотрудники береговой охраны эвакуировали вертолетом 20 человек, однако 4 членов экипажа все еще числятся пропавшими без вести. Из-за пожара спасатели решили, что опускаться на борт 200-метрового судна для поисков слишком опасно. К вечеру воскресенья языки пламени и дым пропали, но, по словам специалистов, огонь может продолжать распространяться внутри корпуса. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Также предстоит установить, что именно загорелось в трюме. Спасатели говорят, что как раз по правому борту, примерно в той части судна, откуда вырывался дым, находится груз. «Голден Рэй», шедший под флагом Маршалловых островов, должен был пришвартоваться в понедельник в Балтиморе, штат Мэриленд. Из-за аварии судна порт Брансуика остается закрытым. Свыше 1700 авиарейсов British Airways отменены в понедельник и вторник из-за забастовки пилотов. Они недовольны условиями оплаты труда и обвиняют руководство в нежелании идти на уступки. Разрешилась ли ситуация, узнаете далее. Пилоты British Airways в понедельник вышли на двухдневную забастовку. Авиакомпания была вынуждена отменить почти все рейсы в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик. Из-за этого тысячам пассажиров пришлось скорректировать свои планы. Это первый случай в истории British Airways, когда стачку устроили летчики.
Они недовольны условиями оплаты труда. За последние месяцы в ходе переговоров компания предложила им прибавку в 11,5% в течение 3 лет. Но сотрудники требуют, чтобы им платили определенный процент от прибыли. Представители авиакомпании на минувшей неделе отвергли очередное предложение профсоюза пилотов, назвав его раздутым и недобросовестным. Летчики, в свою очередь, говорят, что готовы на компромисс и обвиняют руководство British Airways в нежелании идти на уступки. Я не знаю, насколько нас поддерживает общество, мы получаем самые противоречивые сигналы. Но важно то, что все пилоты едины в своем решении. 93% проголосовали за то, чтобы начать эту забастовку, и именно для них я пытаюсь добиться сделки с руководством. Стороны уже заявили, что готовы на продолжение переговоров. Если им не удастся прийти к соглашению, то следующая забастовка случится 27 сентября. В понедельник пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона призвала стороны прекратить диспут. Власти испанского города Бильбао запустили программу по развитию когнитивных игр для пожилых людей в парках. Такие развлечения должны помогать пенсионерам бороться с одиночеством, а заодно тренировать память. Тему продолжит Елена Островская. Развивающие игры для тех, кто постарше. Власти испанского города Бильбао решили помочь пожилым жителям скрасить одиночество, а заодно и потренировать память. Пока новую программу тестируют в 2 парках, говорит представитель администрации Фран Винес. Создавая общественные места, где люди могут тренироваться не только физически, но и интеллектуально, мы заодно даем им возможность общаться друг с другом. Это важный аспект в борьбе с одиночеством для тех, кто живет без общения. Так что мы пытаемся организовать места, где люди смогут поговорить и потренироваться вместе. Новые комплексы включают в себя игры для развития внимания, памяти, занятия по ментальной арифметике и тренажеры для физических упражнений, чтобы чередовать нагрузки. Мария Пилар Акоста одной из первых опробовала новый вид досуга. По крайней мере, здесь могут собираться пожилые люди, заводить друзей, да и мозги напрячь не вредно. По данным социологов, около 24% жителей Бильбао – люди старше 65 лет. Испания – 2-я страна в мире после Японии по количеству людей этой возрастной категории. Одной из тайных сокровищ Мадрида, дворец Лирия, станет общедоступным музеем. Жилище одного из самых знатных родов Испании, герцогов Альба, хранит ценнейшую коллекцию живописи, произведений декоративно-прикладного искусства и не только. Когда же дворец герцога распахнет свои двери для публики, узнаете далее. В то время как музей Прадо в Мадриде предлагает состоятельным людям индивидуальные визиты, когда в залах нет ни души, Паласио де Лирия, резиденция герцогов Альба, готовится распахнуть двери для всех и каждого. Прежде посмотреть частную коллекцию можно было только по записи за 3 года. В преддверии неординарного события домой вернулась белая герцогиня кисти Франсиско Гойя, выставлявшаяся в музее Тиссона-Барнемиса. В собрании испанского гранда 19-го герцога Альба, спортсмена, придворного политика и коллекционера, хранятся полотна Диего Веласкеса, Питера Пауля Рубенса и других выдающихся мастеров. В его библиотеке подлинные письма Христофора Колумба и первое издание Дон Кихота. Паласио де Лирия останется в распоряжении аристократического семейства, говорит Алехандро Ромеро Санчес Архона, глава департамента культуры фонда Дома Альба. Входящий сюда посетитель сразу чувствует, что он попал не в обычный музей. Ведь это не музей, а во дворец, жилой дом. Конечно, эта коллекция живописи совершенно выдающаяся. Эти холсты относятся к числу самых важных в Испании. Вы ощутите груз истории, как только переступите порог этого здания. Что касается истории, то в 1920 году здесь скончалась в изгнании Мария Эухения де Монтихо, вдова французского императора Наполеона III. Начиная с 19 сентября, Паласио де Лирия каждые полчаса будет принимать экскурсионные группы по 20 человек. Цена полного билета составит 14 евро.
Это были мировые новости, а теперь к другим темам. По жилому фонду города Якутска сроки запуска тепла определяются температурным режимом. Управляющие компании обязаны дать отопление в многоквартирные дома не позднее 15 сентября или же при минимальной температуре плюс 8 градусов, которая сохраняется в течение 5 дней. Решение о запуске вне температурного режима принимается управляющей компанией. На сегодня тепло запущено уже в 59 учреждениях дошкольного образования из 62, а также в 50 средних общеобразовательных школах из 52. По остальным садам и школам запуск пройдет сегодня. В новом саду, детском саду «Малышок», который еще не принимает детей, и в школе номер 35 запуск будет произведен до 15 сентября. Якутия представит 16 проектов на всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив. Накануне прошло заседание региональной конкурсной комиссии. В их число вошли фестиваль «Зима начинается с Якутии», портал малого и среднего предпринимательства региона, адаптация музейных экспозиций для слепых и слабовидящих граждан, профильная смена «Я инженер» и парк высоких технологий IT-парк Якутск. Отмечу, что всероссийский конкурс проводится с 2016 года, и в нем уже приняли участие 77 субъектов страны. А в Мирном состоялась итоговая гонка сезона открытого чемпионата по трофи-рейду. Участники в очередной раз показали свое мастерство в условиях сложного бездорожья. Сюжет Марфирины Алексеевой. Местом для зрелищных соревнований стали Ирилявские холмы. Это излюбленное место любителей экстрима. Холмы расположены в нескольких километрах от города. Здесь есть все условия тяжелого бездорожья. Также организаторы позаботились и о зрителях. Самые зрелищные моменты можно было наблюдать в так называемых шоу-точках. В соревнованиях приняли участие спортсмены 4 направлений. Пешее ориентирование, мотоспорт, эндуро, автомобилисты с машинами класса «Спорт» и «Стандарт». Каждой группе раздали карты легенды, в которых написан список координат. Участники должны пройти все точки и для подтверждения сфотографироваться на месте. Сейчас я забивал координаты точек, отмечал, где какая, и сейчас выбираю маршрут для того, чтобы наиболее оптимально проехать эту дистанцию. А сколько всего точек? В нашем классе 29. Вот я одел комбинезон по подмышке, потому что я думаю, что есть точки такие, где придется поплавать. Посмотрим. Первыми стартовали мотоциклисты, затем автомобили и пешие. Каждому направлению дается определенное время, за которое они должны пройти как можно больше точек. Для суперклассов подготовлено 18 часов трофи-рейда, то есть гонка в ночь, как мы говорим. Она состоит из 2 этапов. Первый этап ориентирование 8 часов и потом 10-часовой линейный трофи-рейд. В сумме получается 18 часов. Все это разбросано по тайге, то есть это общая продолжительность около 100 километров. Сразу после старта участников ожидало сложное испытание. В ход пошли различные приспособления. В таком режиме участники провели ближайшие сутки. Обессиленные, но довольные, первыми начали финишировать пешие. Шли, я подскальзывалась, все, уже сил не оставалось, так как это была последняя точка. Но эту точку нашли, взяли, были счастливы, а уже возвращаться, вот правда, сил не было. Он бежал впереди так, как надо было по времени успеть отдать нашу легенду. Ну и все, и вернулись. Счастливые, но не знаем, какое место займем. И поломки, и застревали, там много чего было. У нас машина почти разобралась по запчастям тоже. Когда уже сюда обратно едешь, уже все к финишу, уже думаешь, я больше никогда, все, хватит, хорош, сил больше нету. А когда приезжаешь, уже настроение меняется, уже думаешь, я бы еще поехал. Дома уже чувствуешь, что хотя бы что-то уже доезжаешь до дома, уже хотя бы ты едешь, то уже чувство совсем другое. А когда ты где-нибудь сидишь и уже темнеет, вот это уже плохо. Имена победителей будут известны через неделю после досконального подсчета голосов. В этом году призовой фонд составил 250 тысяч рублей. Спонсором выступила акционерная компания «Алроса». Как отмечают организаторы, это рекордная сумма за 10 лет проведения соревнований. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Вадим Ларионов, Мирный. Сборная России по футболу выиграла у команды Казахстана со счетом 1-0 в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. И к нам присоединяется Андрей Мухоплев. Узнаем у него подробности. Андрей, здравствуй.
Как же сыграла наша сборная? Приветствую, Ольга. Нашей сборной было сложно пройти оборону казахстанцев, но все же в конце матча на 89-й минуте со штрафного Головина отличился Марио Фернандес. Но об остальном по порядку. Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Сборная России по футболу выиграла у команды Казахстана со счетом 1-0 в матче 6-го тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Калининграде. Единственный гол в матче забил Марио Фернандес на 89-й минуте. Для Фернандеса забитый мяч стал вторым в 20-м официальном матче за национальную команду. Российская сборная в отборочном турнире чемпионата Европы выиграла 5-й матч подряд, пропустив лишь один мяч. Однако игра для хозяев складывалась неудачно. Плотная оборона казахстанцев свела к минимуму опасные моменты у их ворот. А сборной России элементарно не хватало сыгранности в таком сочетании. Поэтому Черчесов во втором тайме за короткий промежуток времени сделал 3 замены. Но и такой ход тренера национальной команды не дал результат. Атакам российской сборной не хватало точного завершающего удара. В самой концовке встречи после подачи со штрафного Головина отличился Марио Фернандес. Сборная России одержала важную победу и существенно увеличила свои шансы на досрочный выход в групповой этап чемпионата Европы 2020 года. Сборная России по регби вылетела в Японию, где пройдут матчи Кубка мира. Российская команда прибудет в Токио, где 20 сентября в матче открытия турнира сыграет со сборной Японии. Россияне выступят в группе А с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. Сборная России второй раз примет участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, заняв последнее место в группе и не сумев побороться за награды. Кубок мира по регби пройдет с 20 сентября по 2 ноября в Токио. Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов проиграл екатеринбургскому автомобилисту со счетом 2-3 в гостях в первом матче. Встреча регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги прошла в Екатеринбурге. В составе автомобилиста шайбы забросили Артем Гореев и Алексей Василевский. У «Металлурга» отличились Денис Расмуссен и Денис Паршин. Победный буллит на счету Найджела Доуса. В турнирной таблице автомобилист, одержавший 4-ю победу подряд и еще не потерпевший ни одного поражения в нынешнем сезоне. «Металлург» расположился на 10-м месте, имея в активе 3 очка после 4 встреч. Магнитогорцы потерпели 3-е поражение. В среду «Металлург» на выезде встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а в четверг автомобилист на выезде сыграет с уфимским клубом «Салават Юлаев». Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале открытого чемпионата США по теннису. Соревнования проходили на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке. Матч продолжался 4 часа 49 минут. Спортсмены встретились друг с другом второй раз. 11 августа Медведев играл с Надалем и уступил в финале турнира в Монреале. В активе Надаля стало 19 побед на турнирах «Большого шлема». По этому показателю испанец занимает 2-е место, уступая лишь швейцарцу Роджеру Федереру. Медведев стал первым россиянином, сумевшим выйти в финал турнира «Большого шлема» с 2005 года. Единственный россиянин, который сумел одержать победу, является Марат Сафин, выигравший турнир «Большого шлема» в 2000 году. После окончания чемпионата мира в Берлине по киберспортивной дисциплине Counter-Strike легендарный игрок киберспортивного клуба «Нави» Даниил «Зевс» Тесленко объявил о завершении карьеры. Капитан команды выступал за «Нави» почти 10 лет. Именно вокруг него в декабре 2009 года сформировался первый состав в дисциплине Counter-Strike. «Зевс» посвятил киберспорту 20 лет. Под конец карьеры Даниил написал книгу о жизни профессионального игрока и раскрывающий занавес индустрии киберспорта. За свою карьеру он ни разу не менял роль капитана. Даниил Тесленко одержал более 50 побед на мировых турнирах. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках. Ольга, у меня на этом все. Тебе слово. Спасибо большое, Андрей. Ждем от тебя новостей. А я напомню, что о спортивных событиях в стране и мире нам рассказал Андрей Мухоплев. В Ниренгринском районе готовятся к проведению первых муниципальных соревнований «Школа безопасности-2019». Учредителями соревнований являются Ниренгринское отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности», отдел социальной и молодежной политики Ниренгринской районной администрации, управления образования. С места подготовки к соревнованиям наш корреспондент Екатерина Павлова. Екатерина, здравствуй. Расскажи, как проходит организация первых соревнований по «Школе безопасности», кто станет их участниками и что их ждет?
Да, Ольга, добрый день. Первые муниципальные соревнования «Школа безопасности-2019» проводятся с целью популяризации и пропаганды основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, а также применению практических навыков, полученных в учебном курсе ОБЖ, а также выявлению сильнейших команд. В ходе соревнований будут решаться такие задачи, как обучение школьников приемам обеспечения личной и общественной безопасности, умение находиться в чрезвычайных ситуациях, также популяризация профессий пожарного и спасателя, и также популяризация детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности», кто является и организатором этих соревнований. В соревнованиях примут участие образовательные учреждения. Дети от 12 до 17 лет. В составе команды будет 8 человек. Чтобы детям принять участие в этих соревнованиях, нужно было пройти медицинский осмотр, обязательно умение пользоваться техническими приспособлениями, которые будут проходить в рамках этих соревнований. В программу соревнований включены следующие виды. Это нормативы ГТО, которые сегодня пройдут. Это также маршрут выживания, ориентирование на местности и даже помощь при ДТП, при завалах в ДТП. Сейчас мы находимся на стадионе «Горняк», где уже собираются ребята. Сегодня будет здесь проходить торжественное открытие, также пройдут нормативы ГТО. Все соревнования будут проходить в течение 5 дней. Мы будем следить за развитием событий и будем знакомить вас со всеми этими мероприятиями, которые впервые проходят в Нерюнгри, и это очень важно для подрастающего поколения, даже в плане патриотического воспитания. Ольга. Спасибо большое, Екатерина. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Екатерина Павлова. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах республики. В Алдане 10 градусов со знаком плюс, ветер 2 метра в секунду. Ленский ветер дует со скоростью 3 метра в секунду, а столбик термометра остановился на отметке 12 градусов выше 0. Столица Алмазного края в эти минуты плюс 10, ветер 2 метра в секунду. А за окнами жителей Нерюнгри также плюс 10, ветер 1 метр в секунду. В Якутске прямо сейчас 18 градусов тепла, скорость ветра 2 метра в секунду. Таковы были новости к этому часу. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.